Добрый вечер. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда, вы сами знаете, я все время это повторяю, но это правда, когда мы обсуждаем наиболее важные для страны, для Крыма и человечества темы, но в том числе и не только политику, и не только экономику, и не только то, что нас волнует каждый день, но какие-то проговариваем смыслы с людьми, которые, на мой взгляд, на наш взгляд и на взгляд наших зрителей являются носителями этих смыслов. И сегодня я рад приветствовать в нашей студии впервые, кстати говоря, никогда этот человек у нас не был, а вы его 100% знаете в лицо. Томить вас дольше не буду. Это Олег Савкин, актер театра и кино, заслуженный артист Украины. Все правильно сказал? Абсолютно все правильно. Рад видеть, много наслышан там, навиден. Это приятно, когда слава уже или какая-то тебе идет, ну, хорошая или худая, но впереди, уже знает, уже не надо все объяснять. Тебе кто-то говорил, что у тебя голос идентичный Ахтему Сеитаблоеву? Ахтему Сеитаблоеву? Нет, вот ты знаешь, нет. Вот если отвернуться сейчас, Ага. вот, реально очень похожий голос. Точно, да. То есть, значит, когда Вы можете друг друга озвучивать, вот как подменять, как близнецы. Ну вот я подумал об этом, что когда будет сниматься фильм о его творческой деятельности, он же любит ретроспективы снимать и все. То есть я могу уже подать заявку творческую. Пусть Ахтем знает это. А вы знакомы давно? Да, конечно, мы лично знакомы с Ахтемом. Что, ну, как традиционный вопрос людям, неочевидно связанным с Крымом, которых мы приглашаем на ТР. Олег, что связывает с Крымом? От каких-то фактов до каких-то эмоций, вот все что угодно. Потому что это предельно важно. Вот для нас понимать, что у людей Крым — это не только чебуреки, пахлава медовая. Знаешь, как это было до оккупации. Ну, может быть, все-таки большую часть именно вот это и занимает, конечно, в памяти. Это тепло, это... Причем тепло всегда, и летом, и весной, и зимой. Я для себя в какой-то момент, знаешь, Айдар, открыл зимнюю Ялту, зимний Крым. А вот я не был никогда в Крыму зимой. Серьезно? Ты представляешь, а я видел своими глазами, то есть люди могли бы в это не поверить. Мы снимали в 2005 году фильм «Убийство в Зимней Ялте». И в эту зиму был сумасшедший снегопад. Снег лежал прямо до моря. Все пальмы были в снегу. Я видел, как по знаменитой набережной вот этой Ялтинской гоняли ребята на снегоходах. Я бы никогда не поверил, если бы не видел это своими глазами. Как где-нибудь в Иркутске, например, Да, серьезно, в Мурманске. полностью на снегоходах они гоняли вовсю. Вот, и этот снег, метель, они запечатлены в нашем фильме «Убийство в Зимней Ялте». Посмотрю, не видел, обязательно посмотрю. Да, вот. Так что, конечно, я, извини, что я так немножко отвлекся, то есть, конечно, и тепло Крыма, его солнце, его фрукты, ласковое море, все это как бы память о Крыме без этого не проходит. Но там же еще есть какие-то личные, в этот момент ты с кем-то знакомишься, что-то происходит. Вот, кстати, я вспомнил о «Убийстве в Зимней Ялте». Я познакомился на съемках с замечательным парнем, актером Крымско-татарского театра Мустафой Куртмулаевым. Он был моим партнером, мы в пару работали, двух следователей, которые расследовали это убийство в Зимней Ялте. Вот. Мы тесно очень сошлись. Я был у него дома, он меня принимал уже после съемок, может быть, там через полгода, там, я летом приезжал, отдыхал, был у него дома. Я помню, когда его маленькая девочка, дочка, приносила там утром, как-то у них так было так принято, принести вот гостю, я уже не помню, там завтрак или что-то такое, или сок, там, или еще что-то, приятно так было. Соседи приходили, душевные такие. Это был 2005-2006 год. Какой? Город Симферополь. В Симферополе вот там есть, насколько я понимаю, есть такой район, где живут крымские татары. Мечеть ты имеешь в виду? Да, точно, вот там. Это бывшее название Акмеджит, это бывшее название Симферополя, настоящее название Симферополя. Белая мечеть. Ну вот именно в этом районе приходил какой-то его знакомый, он с нас познакомил, поговорил, и он ушел и принес в горшочке росток инжира. Росток именно. Ну да, он был такой небольшой, но он с землей совсем, то есть с кусочком крымской земли. Этот росточек, он мне его дал. И что ты думаешь? С 2006 года он у меня дома растет и плодоносит. Сейчас? Да. У меня практически каждый год 3-4 вот таких плода. Ну, конечно, если бы я высадил в землю, может быть, было лучше, но вот с тех пор, ты представляешь, вот так. Подожди, а как ты дома держишь это все? Просто он стоит на балконе, в тепле, вот на солнце, он так плодоносит.
Интересно. Вот. Но история не только веселая, видишь, история еще немножко грустная. Я вот буквально вот сейчас, вот пока ждал эфира у тебя, да, и я посмотрел. В интернете мне еще раз хотелось просто уточнить фамилию Мустафы Куртмулаев. И вдруг я вижу, что, оказывается, год назад он умер. И для меня это огромное потрясение. Я просто не понимаю, что произошло в 55 лет. Абсолютно здоровый, красивый мужчина. Я помню его красавицу жену, вот маленькие дети, ну, наверняка они уже, конечно, более-менее взрослые. Вот Ты как, можешь, что это наверняка не трагедия. смотрят, можешь сказать им, что... Ну, мои самые искренние соболезнования. Конечно, год прошел, может быть, уже боль немножечко поутихла, но я даже не знаю, что сказать. Не успокоить людей нельзя, потому что потеря — это невосполнимая. Мне только важно, я бы хотел бы знать, что это. Может быть, это жизненный цикл, какой-то болезнь, но это более-менее с этим ты можешь как-то понять, смириться. А если есть какая-то несправедливость, которая, к сожалению, сейчас существует в Крыму и совсем, это, конечно, более трагично. Поэтому мои самые искренние соболезнования семье и всем близким, кто знал Мустафу Куртмулаева. Спасибо за такие слова. Спасибо, что Крым не забываешь. Как, вот знаешь, проводили опросы недавно, и вроде как больше половины украинцев, ну как бы они не смирились с потерей Крыма. Больше половины, там процентов 60, даже больше, по-моему, да? А как тебе Крым? Вот ты часто о нем вспоминаешь? Или вот только в такие моменты, когда что-то связанное с Крымом ты вспоминаешь или слышишь, или ты следишь все-таки за тем, что происходит в Крыму? Знаешь, Мустафа, прости, родной, прости, видишь, не могу я пока отделаться от этой мысли, что с Мустафой такое случилось. Прости, Эдер. Я, конечно, имею право на память о Крыме второстепенно, не такое, какое имеешь ты и представители твоего народа. Вот. Но я его никогда не забываю. У меня до сих пор висит, у меня над столом, над моим письменным столом висит календарь 2014 года. Крымский календарь с видами календаря. То есть каждый месяц я... так случилось, что в принципе вот до 2014 года каждое лето я был в Крыму. Какие любимые места я так буду перебирать периодически? Пожалуйста, да. У меня, я знаю, ну, может быть, не могу сказать, что я знаю весь Крым, но я объездил все побережье. Весь Крым, Олег, объездить невозможно. Невозможно. Я пытался как-то, потом я смирился, что это невозможно. Но я тебе скажу, я по побережью объездил вот от начала, обычно я въезжал в Армянский, уходил сразу вправо, Черномор, все это западное побережье, ЮБК, и уезжал то есть ты такой неспокойный турист. Ты не про тех, кто валяются вот это... Нет, я, конечно, такой. Я люблю поваляться, и я очень дорожу, вернее, дорожил всегда этим временем пребывания в Крыму. Мне хотелось впитать его максимально. То есть вот напитаться этим солнцем. Знаешь, вот смотри, вспомнил слова песни Джамала. Вот там же есть припев по-крымско-татарски. Он это просто там местами поменено предложение, но это народная песня наша, самая такая главная, Гюзель Крым, прекрасный Крым. И там про изгнание. И там есть такие слова, что надо вот как-то точнее привести. Я там не провела свою молодость, я не насытилась. Вот, но это, наверное, на славянских языках странно звучит, но смысл вот этого глагола «я не насытилась», то есть, ну, не хватило ей на то, чтобы Крым в себя впитать, потому что изгнание, да. И сколько ни пытайся, на самом деле, познать Крым, но в одном Бахчисарайском районе 600 памятников истории и культуры. Мне вот Эльми Умеров еще тогда, когда я приезжал, рассказывал, я потерял всякую надежду узнать весь Крым и вот так просто путешествовать. Но ты, я так понял, все-таки целенаправленно пытался изучать и географию, историю. Но я пытался как бы для себя, да, вот расширить понятие не только пляжного Крыма, но мне всегда интересно было все-таки проехаться по побережью. А ездил я, ты знаешь, я совмещал приятное с полезным. У меня в Судаке были как раз съемки, мы снимали «Охотники за караванами». Я играл американского специалиста, который продавал Талибану стингеры. О, Господи. А где снимали? В Старом Крыму.
Ага, ну я примерно понимаю. Да, мы базировались в Судаке, а снимали Старый Крым. Слушай, жара, конечно, ну, в тот момент летом это было под 50 в тени, и, ну, так ощущение Афгана было какое-то такое. Так, Знаешь, что ведь вообще-то Крым, может, кто-то об этом не часто задумается, но это такая готовый Голливуд такой огромный, потому он что же там был. есть все. Да. Там же снимали, знаешь, ты не знаешь, там снимали «Всадник без головы» как раз на Да. Белой Ну, скале, как же, не знаю, конечно. Аккая, да? Да, да, Там да. снимали «Человек с бульвара Капуцинов», это знаменитый фильм советский про Дикий Запад, но где нигде больше нет таких видов, таких каньонов. Ну, и Ялтинская киностудия, она же была не филиалом. случайно там, да. Да, это давало возможность. И вот я говорю, я просто к чему? Я понимал, что у меня есть время до съемок, я договаривался с группой, и я выезжал заранее, чтобы приехать прямо туда, но попутно это все объездить. Вот я хорошо знал место Бахчисарая, Чуфуткале, мне очень нравилось, несколько раз куда Мистическое поднимался. Да. Но отдыхал я как-то для себя, вот полюбил я Западный Крым. И где-то в 60-70 километрах от Евпатории есть такой поселок Окуневка. Он прямо стоит на море. Ну, это как раз вот полуостров, мыс, вернее, Тарханкут. Угу. Вот, чуть-чуть дальше уже мыс Тарханкут, да, но это считается самое чистое море, дайвинг-центр. Там песок же, да? Песок вот у меня был в Окуневке, Да. а там это уже скалы. И там, вот я говорю, дайвинг, такое место дайвингистов, там видимость чуть ли не до 20-25 метров под водой. Вот, я тоже туда выезжал, тоже очень дело люблю, но отдыхал вот именно вот там, и в Окуневке у меня уже было место пригретое, дом какой-то такой. Я тебе скажу даже больше, я все время искал эту возможность уже как бы немножечко осесть там. То есть еще чуть-чуть, и ты бы вот в 2013 году уже почти это было сделано. Но может быть как-то так. Представляешь, если бы... То есть для меня это уже было более такие... Ну, ощутимые потери. Но я полагаю, что ты не только там лежал на пляже. Ты же говоришь, что ты весь Крым проехал на побережье. Да. Причем побережье, вот, знаешь, я честно сравнивал. Я думаю, ну, дай-ка я проеду примерно такое же расстояние, как вот в Крым, но меньше, наверное, чуть-чуть, по Лазурному берегу. Ну, вот от Италии до Ниццы туда, вот этот Лазурный берег Франции, вот это Сан-Ремо, вот это вот все, ну, красота, автобаны и так далее. Вот. Но все равно вот эта береговая линия, ее нигде нет такой живописной, таких скал, такого побережья. От степи, вот где ты, кажется, любил бывать, там действительно такое ровненькое, такое прекрасное море, до абсолютных скал таких и так далее. Ну, Крым это, еще раз повторю, киностудия, но таких декораций не выдумаешь и не построишь. Да, видите, природный подарок был у нас, да, для нас. Как думаешь, почему русские в него так вцепились? Вот мы-то, крымский татар, у нас есть своя как бы версия такая, да, ну, понятно, что это просто, ну, земля такая, ну, как бы в русской ментальности грех не украсть просто, да, вот, и как только появилась возможность, не украли. Почему они называют его своей землей? Почему они присваивают там, знаешь, недавно были какие-то кадры, и там ставили какие-то, вот, ну, женщины из тех, кто туда приехал после войны, это видно. И вот они стоят и что-то там Путина просят о чем-то. Сейчас же там все просят Путина о чем-то, потому что у этих берег отрезали, у этих дом снесли, у этих там рынок закрыли. Ну, они же думали, что Россия-то там оказалась-то действительно камни с неба. Вот. И они такие стоят на фоне этих гор и что-то там говорят. Я думаю, Господи, зачем вас сюда занесло? Вам же даже эти горы не идут. Ну, вы не здешние, ну, это не ваше. Вам тут ну, почему они так вцепились именно в эту землю? Вот потому что все-таки я думаю, что, конечно, Донбасс — это последствия Крыма. Вот они относятся к Донбассу так вот, да, вот совсем уже. А Крым, они просто в него, ну, как-то ментально вцепились еще с Екатерины. Ты задаешь мне этот вопрос. Да, я задаю тебе это. Ну, мне, ты знаешь, не очень тоже, как бы, может быть, просто на это ответить. Я ведь русский, понимаешь? А ты себя считаешь этнически русским? Я и есть этнический русский. Угу. Я есть Но этнически русский и ментально политически — это разные ситуации. Особенно сейчас, это вообще вот так. Ну вот на меня, конечно, очень подействовал 2014 год. Потому что вот 2008 я испытал по-другому. Ты имеешь в виду Грузию? Конечно. В этот момент у меня была работа в Польше. Ну, параллельно. Были съемки в России, на Валдае. Вот, работа в Польше, ну и Киев. И я все время курсировал в этом треугольнике. И как раз вот 08 я смотрел новости
в Москве, в Шереметьево, там еще где-то, прилетал в Польшу, спорил со своими коллегами польскими, партнерами. Вот, рассказывал им о том, что вы не понимаете, это братский русский народ помогает братскому осетинскому народу и все такое. Серьезно? И да, мне, ты знаешь, с одной стороны, я вот то, что я тебе сейчас говорю, наверное, мне надо это сказать для того, чтобы как-то ну, быть честным перед самим собой. И мы потом вернемся к тому вопросу, который ты задал. Говори. Он очень непростой. Я ведь думал об этом абсолютно искренне на голубом глазу. То есть я был уверен, что это именно так. Но, во-первых, смотри, воспитание. Все-таки мне пришлось расти, ну не пришлось, а выпала такая судьба расти и воспитываться, и понимать культуру, историю, вот начиная с, как бы, с 70-х годов Советского Союза, когда я пошел в школу. Да? И понятное дело, что та история, и как она преподавалась, как она преподносилась, она была такая, мы ее понимали честно. Ну, всегда так, юные поколения, дети, они же всегда все на голубом глазу. Поэтому победители всегда думают не о взрослом поколении. Они понимают, что это уйдет или еще что-то. А вот это будущее. Поэтому надо закладывать всю информацию, все это в это поколение. Вот. И с этим багажом мы приходили вот к тем периодам, которые дальше случились во всей нашей общей истории. Советского Союза, а потом уже отдельных наших государств. Вот. Но память очень сильно, она внутри находится. И поэтому так к этому относились. Но пока это не коснется тебя. Когда это начинает касаться тебя, ты или начинаешь эту ситуацию анализировать, ну, по крайней мере, если вот ты хочешь понять что-то, если ты, ну, вот... Ну, не упертый, да. Да, что только так и все. Или же ты вот, как правильно ты говоришь, упертый, ты говоришь, нет, чтобы хоть что, но все равно, я считаю, что это так. Для меня открылась история совсем с другой стороны. Сейчас очень много информации, которую ты можешь получить в интернете, причем она не голословная, она подтверждена фактами, документами, тем, что было для нас закрыто. И если ты имеешь эту информацию, этот вал информации, ну, ты не можешь оставаться таким. Если ты остаешься, значит, ты это делаешь сознательно. Вот. И возвращаясь к твоему вопросу, я тебе просто преамбулу рассказал, что у нас есть груз определенный, у нас у всех людей есть груз определенной памяти, культуры, истории, всего. Вот. И я думаю, что, конечно, люди, которых ты называешь, почему русские, так в это схватились и не отпускают, они об этом не задумываются, об этой глубине. Они думают, кто действительно имеет права на эту территорию, на эту землю. Ну, это культ силы. Ну, нет, подожди, культ силы, это понятно, но могут быть и слабые, быть упертыми, правильно? Но есть какие-то исторические факты, исторические вещи. Если ты это смотришь, понимаешь, ты должен понимать вообще, чья это историческая родина. Ну, скажем, конечно, мы можем копать глубоко, мы можем думать там про древнегреческие поселения или еще что-то. Так это же все в нас в итоге. Они же всегда отделяли. Это как будто нас не было, мы прилетели откуда-то с Ордой, ну, да, все эти этносы, они в нас. Да, вот у нас да. вот как бы все. Но у нас есть, по факту, есть сейчас так. Мы, как будто вот в это время мы существуем, определенные этносы, про которые ты говоришь, нет древних греков. Есть другие этносы. И вот тот этнос, который ближе к этой земле и считает ее родной, мне кажется, вот он имеет большее право. И я говорю как раз о твоем народе. Спасибо тебе, Олег. Понимаешь? Я особенно ценю, знаешь, когда вот таких людей, правда, я знаю немного, вот которые говорят, что да, я этнический россиянин, этнический русский, но при этом проходят такой путь от вот этого имперского воспитания. Ну, даже я в советскую школу помню, да, как вставали за спиной у меня и говорили: но это вы там сожгли, там, это вы там нас убивали, татаро-монголы. Когда учительница встает и говорит: расскажи, почему твой народ предал нашу страну во время войны и так далее. Я думаю, что для людей, вот именно осознававших, осознающих себя русскими этнически, это самый тяжелый путь. Я благодарю тебя за то, что ты его прошел, потому что очень немногим это удавалось. Очень многие упираются ногами и руками в этот миф о том, что, знаешь, в Крыму жили какие-то там греки, итальянцы, готы, скифы и так далее, хазары, а потом вдруг откуда-то пришли
каких-то на кривых конях, значит, прискакала орда туда, а потом там вдруг, в итоге все это русская земля. Ну, то есть вот поворот мозга. При том, что настоящая история выглядит совсем по-другому. В Крым приходили, во-первых, вообще в Крыму, если вот только я не совру, историки пусть поправят потом, 100 тысяч лет назад там жили люди. То есть это одно из древнейших вообще мест вообще пребывания человека, Homo sapiens. Да? Там есть наскальные рисунки, которые просто вообще... И эти люди никуда не девались. Не было известно ни одного мора в Крыму, ни одного геноцида, ни одного изгнания до изгнания урумов и Крымлы уже при Екатерине, когда они там жгли, убивали, изгоняли и так далее. То есть крымский народ, Крымлы, это же как раз конгломерат вот этого всего. У нас в народе 3 субэтноса и 2 расы. То есть у нас народ, у которых есть и люди преимущества монголоидной расы, ну и где-то 2/3 преимущества европеоидной расы. А европеоидной внешности люди очень сильно отличаются. Они могут быть похожи на греков и на итальянцев, а могут быть похожи на там, шведов, например. Да? Там же и Готия тоже была, она же вот буквально была 500 там, лет назад, это все закончилось. Да? То есть мы — это народ вообще, который в целом доформировался даже вот в депортации, вот в этой сталинской, потому что Северный Крым, Средний Крым, Южный Крым, ну, жили тогда люди, многие же вообще из сел мало выезжали, ну, мобильность населения была другая, да. И вот сейчас это вот этнос, который на самом деле такой этнополитический, этнический политический народ такой, но мы из этой земли все выросли, разные, но все выросли из этой земли. И то, что ты до этого сам как бы дошел до понимания, что есть коренной народ Крыма, это очень ценно, и многим не хватает на это силы, воли, не знаю чего. Ну, это же объективные вещи, они лежат просто вот прямо здесь, на столе. Не надо ничего думать, заставлять себя. Я не понимаю, конечно, ну, ты в чужую голову не залезешь, почему люди... Я понимаю политиков, это их работа. Политики — это совсем другая... Ну да, это манипуляция. Да, а вот если человек не относится к политике, а просто живой, он должен понимать, ну как-то мы должны понимать, что такое хорошо, что такое плохо. Мы же все учились в Советском Союзе, я недаром говорю, это школе, все-таки мы читали эту книгу Маяковского, и это же должно у нас быть стремление найти все-таки понятие, что такое хорошо, что такое плохо, даже если нам все время то, что хорошо, мы как бы скрывают, прячут или еще что-то. Вот. А по поводу, вот еще, скажем, тоже уже более современной истории Крыма. В один из своих приездов я познакомился, вот там, где я жил, где я останавливался. Это было еще задолго до 12-го, то есть 14-го года еще. Я думаю, что это было, может быть, году в 9-м, 10-м. Вот. Познакомился с одним человеком, он оказался директором музея, директором меда нашего вот здесь, в Киеве. Вот. Но самое интересное другое. Он был одним из тех, кого в тот период, когда Крым оказался ненужным РСФСР и был передан Украине. 54-й год, кто не знает. То есть он был одним из тех, кто его, ну скажем, практически делал таким, каким он был современным. Потому что, ну, он мне рассказывал об этом, то есть это же не было тогда политических каких-то вещей. То есть человек рассказывал свою историю, своей жизни или еще что-то, я понимал. То есть я понимал, что когда российское население было сюда завезено, это видно после войны, после того, когда произошла депортация, да, и надо было закрыть эти голые места и забрать себе, видно, вот было прислано российское население, русское население. Они получили подъемные, они хорошо жили, но они не смогли ничего сделать, потому что, ну, видно, к сожалению, у каждого народа есть свои там слабые стороны. Вот слабые стороны мы знаем, да, российскую. Вот. Не всякий инжир способен расти на чужом балконе. Да. И ничего не получилось. И Поэтому пришлось обратить внимание на украинцев. Украинцы, конечно, более работоспособные. Но они ближе и работоспособные, они по климату ближе. Да, поэтому понимаете? начали, когда уже схватились за голову, поняли, что из этого ничего не вышло, начали вот эти особенно степовые, северные степные районы, из Тернопольской области, вам откуда-то. Вот, и поэтому это все тоже, опять же, вот как бы разговор о том, кто, скажем, ну вот после войны, будем говорить, поднял Крым. Да, как за счет чего. Ну и когда я говорю, ты это все вещи понимаешь, знаешь, ну, все остальное уже
становится на места в голове. Ну, раз уж разговор зашел про русских, я не могу не задать тебе этот вопрос. Ты человек, конечно, работаешь и в России. Куча друзей там. Учился ты, правда, в Украине. У меня даже родственники там живут в Москве. И родственники живут, да. И, наверное, коллег там полно, и творческие там всякие встречи, и спектакли, и гастроли, тем более... Ну, может быть, не так много, Ну, ты о чем ты застал совок говоришь. же, тогда же театры ездили. Конечно, да. У меня вообще первый театр, в котором я работал в Орле. Вот так. После выпуска из института из Распределили тебя Харьковского. из Да, да, не то, что распределение, а приехал режиссер главный, тогда было так принято. Режиссеры театров приезжали на выпускные театральных институтов. И Имели право выбора. да, у меня было около 4-5 предложений, я выбрал «Орел», поближе к Москве. И мечта была, конечно, Ленком. Москва. Нет, вот была Маяковка. Я тебе скажу честно, я вот даже не знаю почему. У меня была ситуация, когда я еще учился в институте в театральном, 4-й курс. Я приехал в Москву, зашел в Маяковку. Просто вот бывает период в жизни, когда перед тобой открыты все двери. Но случайно ты выбираешь какую-то. Да, ты открываешь, она открывается. Ты думаешь, что такое за ней стоит? Она открыта. Ты спускаешься вниз. Ты никогда здесь не был. Ну, ты знаешь, вот лестница, она меня привела в гардероб театра, он у них внизу в Маяковке. Потом ты поднялся наверх, потом ты зашел в зал, сел на балкон. В этот момент великий режиссер Андрей Гончаров, ну, это последний из мастодонтов, он как бы главный режиссер театра Маяковки на тот период, он ведет репетицию, на сцене стоит Виторган, он ему дает там какие-то «Бабеля закат» они репетировали, ставили, я все это помню. Вот. И он дает нам какую-то такую прочухана хорошего. Вот. И я вижу, как этот актер, который я вижу его только по кино, и такой мощный мужчина, он сидит, стоит и тихо внимает этому потоку. А потом я догоняю Андрея Александровича в коридоре. Он говорит, что вы хотите? Я говорю, я молодой актер, хочу у вас работать. Просто так вот просто так. Ну, вообще, знаешь, я по своему опыту работы в СМИ, я тебе так скажу, что очень часто так бывает. Он говорит, как вы делали свою карьеру? Да никак я не делал, шел я мимо. Вот. Или где-то в кафе сел за один стол. Там половина людей, вот из талантливых, которых я знал, они просто тупо зашли с улицы. При этом у них даже диплома не было никакого. У тебя хоть диплом был. Айдер, но я с диплом получил так же, как ты. Вот сейчас рассказываю. Я шел мимо и зашел в театральный институт. И поступил. Так ты туда ходил все-таки, а я не ходил уже. Нет, я имею в виду, что ты понимаешь, люди готовятся. У меня были на курсы, например, люди, которые по 7 лет поступали. Понимаешь, вот такое стремление стать актерами или актрисами, они по 7 лет поступают. А я просто шел мимо. Ты не хотел быть актером? Я не думал об этом никогда. Так, стоп. Не может быть. Мне кажется, что врачами и актерами точно и хотят быть с детства, нет? Ну, есть такие люди, безусловно. Но я родился и как бы воспитывался в семье военного. Понимаешь? Ну, значит, ты мыслил себя офицером. Да, абсолютно. Ну, у меня детство проходило в военных городках. Почему ты родился-то в Баку? В Баку почему я родился? Ну и папа, да, там служил? Нет, не потому. Папа там родился и вырос. В 19-м году моя бабушка родилась в Кисловодске. 19-й год. Ее папа Ковалевский Владимир, он служил в кавалерии атамана Шкуро. Ну, он был белым офицером. Вот. Супруга у него была, они были москвичи. Но так как революция, она отодвигала людей все дальше, дальше. Он воевал, отступал армию. Да. И вот в 19 году она там родилась. Он ушел в рейд. Из этого рейда они не вернулись. То есть корпус генерала Шкуро не вернулся, он рассеялся. Потом кто-то погиб, а кто-то, я знаю, он увел их за границу. Да, они в итоге закончили, по-моему, во Второй мировой войне уже там. Да, но часть этих конников сделала как бы цирк Шапито в Париже. Вот. Не знаю, был ли к этому причастен мой прадедушка, но неважно. Главное, что он дал мне бабушку. И бабушка вот родилась в Кисловодске. Но красные части заняли этот город. И жен белых офицеров посадили в тюрьму. И получается, в принципе, должны были расстрелять. Да, ну я не знаю, в рамках красного террора. Да. Ну вот какой-то случай тоже так помог ее маме вместе с грудным ребенком выйти.
И куда идти дальше, но они не знали. В Москву уже не вернешься, в Питер не вернешься. То есть это уже другие темы. И ближайший город крупный, который был там, это был Баку. Крупный, многонациональный, Да. относительно богатый город, Да. развитый. И вот с 19 года бабушка жила в Баку. Потом родился папа. Вот, потом родился я. Ну и вот так получилось. А папа с моей мамой, они познакомились здесь, в Украине, в То Харькове. есть вы русские, никогда не жившие в России? Фактически, да? Ну, И- я приезжал туда, потому что у меня часть родственников жила в Москве. Не, ну ты не жил там. Приезжать приезжал, но ты Да, же жил. ну понятное дело, что как бы это были все-таки наезды. То есть это было не... Ну, у меня был как бы период, практически тоже как бывает, там, вот ты там каждое лето можешь к бабушке ехать туда, а это ты можешь каждое лето приезжать. Ну вот у меня туда. такая же история была, в принципе, с Крымом, с Узбекистаном, где мы ссылки были. Но мы вернемся сейчас в театр Маяковского к режиссеру Андрею Гончарову. Да. Ну, уже, собственно говоря, что об этом говорить. То есть это... Ну, взяли тебя? Ну, ты знаешь, видно, он был поражен этой наглостью. Он сразу понял, что я еще не актер. А какой курс? 4-й. Ну, почти. Ну да, но я же уже протаптывал дорогу, понимаешь? Я же понимаю, что я уже заканчиваю, и мне надо уже уходить на работу куда-то. То есть там осталось чуть-чуть, там, я не знаю, ну, может быть, чуть больше полгода. И он мне говорит, вы знаете, я, говорит, пока не могу вас взять труппу, но я хочу вас пригласить к себе на курс. Мгм. Вот я ставлю бесов, мне нужен Ставрогин. Ого. Вот, да. Ну, и я вот... А у него это был 2-й курс. Ты понимаешь? И вот эти вот юношеские амбиции такие, ты думаешь, да опять учиться, да я уже готов. Какая разница? Я сейчас поеду поработаю где-то, еще раз через год не поеду. Опять поступлю. То есть Ну, ситуация 2 года такая... терять не хотел, я понял просто. Ты не знаешь, вот в жизни ты не можешь понимать, что все в принципе конечно. Тебе кажется, что тебе всегда будет вести. Всегда. То есть ты не понимаешь, что вот сейчас есть предложение. Решай. 2-го раза не будет. И очень иногда жизнь тебе говорит, ну ладно, ты не понял с 1-го, хорошо, я тебе дам 2-й шанс. Через год я приехал к нему, и он опять готов был меня взять, только не в основную труппу, а в филиал Маяковки. И опять мои какие-то амбиции, они сказали, да ладно, подожду еще, потом вернусь, когда уже сейчас у меня съемки там. Вот. И я 3 года отработал в Орле, в 4 часах езды от Москвы. Ну и попутно я работаю в театре, я снимался. Снимался в основном я в Украине, то есть на киностудии Довженко, на детской киностудии. И как-то так плавно потом уже вернулся и опять. Ну, знаешь, вот все равно спасибо провидению, значит, что ты стал украинским актером. И если бы не так, я боюсь, что по-всякому могло быть. И ты знаешь, что много твоих коллег и ровесников, чуть старше, чуть младше, режиссеров, актеров, которых мы считали, которых я лично видел на сцене. И я все московские театры обошел, и действительно есть талантливые люди. Как вдруг эти талантливые люди начали падать как домино со всеми этими «Крым наш», и дошло уже до стрельбы по украинцам, Да, я помню этот момент. и дошло, и самая нижняя точка падения, на мой взгляд, я не знаю, знал ли ты его лично, это, конечно, Олег Табаков, который всю жизнь ассоциировался с чем-то добрым, таким светлым, там, я не знаю, от Винни-Пуха там, до каких-то вот добрых ролей таких, да. И вдруг этот человек за несколько лет до смерти говорит, зачем? Кто их вообще, за какое место хватал, чтобы такую фразу сказать, да? Я помню, что Помнишь он эту сказал? фразу, да? Конечно, что да. украинцы генетически неполноценные люди. Мне это рассказала моя бабушка, Да. владелица имения в Одесской губернии. Это абсолютный фашизм, это Геббельс просто, вот в чистом виде. Я помню. Я помню, кстати, да, конечно, все эти вещи ну, как-то не забываются, да, как-то людям свойственно испортить свой некролог. Нам Как-то всем. прям это у них нет, у них прям какой-то мор, вот такой прижизненный, знаешь. Ну вот да, вот Айдер. И поэтому я, ты знаешь, я, кстати, и с Табаковым был знаком. Ну, тоже примерно в такой же период, такой наглый, мы в лифте ГИТИСа. Вот так же тоже к нему пристал. А с Пореченковым мы выпили не одну бутылку на одном из кинофестивалей в Архангельске. То есть, понимаешь, Что с ними? я тебе скажу так. Страх, деньги, ну, твоя версия. Я тебе скажу так. Вот ты сказал, вот, ну, мне с одной стороны неприятно слышать, ты говоришь, что ну хорошо, что ты вот как бы здесь оказался, а то... И я тоже об этом думаю, Эдер. Не факт, что если бы я был там, в этот период, я бы мыслил так, как я мыслю сейчас. Это не только от страха. Это не только от денег, поверь мне.
это еще от той точки зрения, куда все смотрят. Ну да. Понимаешь? Мгм. И опять же, возвращаясь к тому моменту, как мы смотрим на историю. У нас тот был взгляд на историю, понимаешь? И там ты можешь эти глаза не открыть. И ты будешь быть уверен не потому, что тебе за это платят деньги, не потому, что ты боишься. Это хуже всего. Вот когда боишься, когда тебе платят деньги, ты это делаешь, но ты понимаешь, что ты делаешь неправду, но ты это делаешь, но это понятно, что ты делаешь. А вот когда ты чистосердечно в этом уверен. Знаешь, пример тому, на мой взгляд, самый красноречивый. Ну, после Крым-Наша там уже включилось понятно что. Это как присяга была. Свой-чужой. Единичка, нолик. Заходи, уходи. Как бы они поняли это как сигнал, и все присягнули крымнашизму. Ну, практически все. Значит, а вот до этого еще, году в 10-м, может, в 11-м, не помню в каком, такой актер, в принципе, талантливый, Машков. Ну, конечно, да. Есть позорнейшее видео, где он встал на съезде «Единой России» и начал вылизывать Путина так, что тогдашнему Путину, наверное, даже еще и неловко. Сейчас, наверное, он ко всему уже привык, но это было настолько позорно. Причем он с актерским это все пафосом подавал. Не знаю, видел ты этот ролик, но это просто ужас был, да? Вот это как раз, мне кажется, тот случай, о котором ты говоришь, когда даже не вот просто инстинкт какой-то включается, знаешь, вот этот стадный. Это страшное дело, и я называю это эффектом рассола. Вот какой бы ты ни был огурец, молодец, да? Но если тебя сунуть в рассол, вот уже с готовыми огурцами. Я, кстати, поставил эксперимент. Дома хочу результат понять. Я свежий огурец кинул в банку с рассолом, который мне подарила супруга моего друга, который в Прикарпатье живут. И я вот посмотрю, как просолится. Но мысль такая понятная, да, что если ты живешь вот в этом социуме, таком токсичном, таком, можно сказать, кислотном, там, который разъедает все личное, да, то, наверное, риск не стать не похожим, но это уже страшно, действительно, потому что ты просто изгой становишься, тебя пальцем тыкают, да, тебя не берут на роли, тебя режиссер главный говорит, извини, но тебе в моем театре там сверху, ну, как, собственно, мне в моей газете сказали, дали понять, что все, game over, все, игры закончились, это еще тогда было, да, сейчас там вообще уже. Но вот про действующих людей, про твоих родственников, про друзей, после Крым-Наша, после начала войны, все связи оборваны или нет? Нет, конечно. Нет, я не могу оборвать эти связи. Это моя кровь, это, скажем, мои родственники, это сестра родная моей мамы, это мой брат двоюродный, с которым мы вместе росли. Вот. И скажу тебе правду, да, то есть у нас были абсолютно полярные точки зрения, оказались. Меня это, конечно, очень расстраивало, но несмотря на это, никаких, конечно, я связей не бросал и не делал. И я тебе скажу так, они уже начали все понимать. Если в 2014 году они этого не понимали. То есть, да ладно, что-то ну, тут говоришь, там, да, фашизм, там, да, все такое да, прочее. да. Ну, был разговор вообще другой. Это мы тебе расскажем, что там у вас. Да, это такой не То есть я говорю, я вот живу вот рядом с Майданом, тут пройти мне, ну, я в центре живу. Они говорят, да, я тебе расскажу там, что там у вас там. Вот, и все дальше, дальше, дальше. То сейчас мы, конечно, мы уже поняли друг друга, мы уже темы эти не затрагиваем, не обговариваем, потому что все само уже все ясно стало. А не обговариваете, потому что не хотите ссориться, или потому что твой брат понял, что на самом деле? Вообще, ты знаешь, я тебе скажу так. Вот удивительно. Мы, вот крымские татары, русские, украинцы, вот все равно мы, вот я бы сказал, что мы украинцы. Вот мы, живущие здесь, мы украинцы. Мы отличаемся от тех людей, которые живут там. Вот. Расскажи, чем. Вот я хотел тебе сказать, да. чем. Ты знаешь, чем? Мы слишком деликатны. Мы добрее намного здесь люди. Добрее, но мы деликатны. То есть, если к нам приедет этот человек, ну, скажем, вот близкий родственник, да, приедет близкий родственник оттуда, с совсем полярной точкой зрения на то, что происходит. Мы не будем включать телевизор с новостями, в которых наши новости совсем не такие, как у них. Мы не будем это педалировать. А когда нам будут говорить, ну вот у вас такое, мы, знаешь, мы не будем входить в клинч, а будем, ну да, хорошо. Так о чем ты там? И переведем тему. Вместо того, чтобы сказать, поставить разговор руба. Нет. Мы как-то, потому что мы знаем за собой правду, получается.
И думаем так, ну ты же мой родной, ты же все равно часть моей крови, ну бог с тобой, ладно. Ну думаешь так и думай, ладно. Давай о чем-то по-другому. Давай я тебе налью, давай выпьем, поговорим о чем-то другом. Понимаешь? И с одной точки зрения, может быть, это они считают, что это слабость. И поэтому, а с другой стороны, мы сильнее в этом. Ну, потому что если она правда есть, она уже есть. Ну, мы ее лучше знаем, получается. И, конечно, всегда нам учили, рассказали, за правду надо бороться, 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 бороться. А может быть и не надо. Истина, она же, независимо от того, борешься ты за нее или нет, она все равно истинной остается. Но знаешь, ты абсолютно прав. Я даже просто сижу, мысленно записываю твои слова. Это очень интересно, что ты говоришь, но есть и другая сторона этой медали. Ложь находит себе дорогу к сознанию там, очень легко. А правду, ее, к сожалению, то так сложилось веками, приходится защищать. Потому что люди гибли, не бессеребренники, не за ложь, они гибли за правду. Вот, и эта черта у украинцев вообще, ну, я там прожил 43 года, я ответственно заявляю, везде это говорю, просто многие в Украине не понимают разницы. Здесь другое общение в транспорте, здесь в кафе по-другому говорят, здесь просто независимо от этноса, любой этнический человек в Украине, он другой, чем выросший там. Там среда агрессивная, там еще до всех, даже чеченских войн, которые являются, ну, как бы, это прологом к тому, что мы сейчас видим, да, возможно, к мировой войне, они злее всегда были. Они всегда были, они ярлыки вешали на народ и так далее. Вот хоть ты этнически, допустим, русский, но наверняка ты что-нибудь слышал про хохляндию, про сало, про гориллу. Я тебе скажу больше. Я не просто русский, я как бы, ну, вот так получилось, что я имею, ну, 3 крови. Русскую, польскую и украинскую. И мне все время было втройне больно. Когда русские говорили про хохлов, когда украинцы, хохлы, говорили про кацапов, когда те и другие говорили про ляхов, когда в Польше я слышал про этому. Ты понимаешь? Хотя я работал в Польше, я очень комфортно вошел в эту страну. А ты как раз же и работал в этих 3 странах, в принципе, до всех. Да. Не знаю, я говорю, благодаря, не знаю, вот этой вещи, я везде чувствовал себя комфортно, везде. Вот. Но внутренне я всегда какие-то эти моменты ощущал, мне это было всегда больно. Я не мог... Ну почему и зачем, да? Потому что, наверное, я же говорю, это возможно, когда ты имеешь только одну часть, и поэтому другой... А я воспринимал, у меня же и то, и то, и то, и то есть. Поэтому и то для меня родное. Вот так. Ну, в итоге выяснилось, что дело-то не совсем и не столько в этносе, а сколько в том, на стороне правды ты или нет. И вот если ты... Я считаю, что сейчас, на самом деле, в принципе, украинцы могут называть оккупантов как угодно. Ну, как в войну, знаешь, ну, имеют право. И я считаю, что ни один россиянин, будь он хоть 100 раз уважаемый человек, не может предъявлять претензии украинцам, и просто это неэтично. Пока твои войска здесь, ты помогай, слушай, ставь себя на место украинцев, крымских татар. Вот почему-то русская интеллигенция, даже самый такой продвинутый, либеральный, даже таким там людям, там, ну я не буду имен назвать, немногим, которые, значит, типа против Путина, но у них не хватает эмпатии для того, чтобы даже произнести слово «Украина», «украинец», или тем более произнести слово «крымский татарин», «Крым», там, коренной народ и так далее. И мы слышим эти слова. Вот в Москве, в Питере, кстати, проходят демонстрации с крымско-татарскими и украинскими флагами. Очень регулярно. Каждое 18 мая это день депортации. Но это вот такая кучка людей, мы их всех по именам знаем. И это не представители, это не публичные люди. То есть публичность в России сейчас предусматривает, что ты ровно стоишь перед фюрером и в лучшем случае молчишь, в самом лучшем случае молчишь, да? И, в принципе, при Гитлере тоже были люди, которые даже в вермахте отказывались служить, а хватало добровольцев, в принципе. Нет, я тебе скажу даже больше. Я сейчас очень углубился в эту историю Второй мировой войны. Она меня поражает просто, на самом деле. И я тебе скажу, что вермахт — это совсем не нация. Да, это была армия, да, продолжение той армии, в которой в Первой мировой войне воевал. Там были генералы, которые говорили Гитлеру, мы проиграем еще в 1939 году. Ты понимаешь, в чем дело? Вот они обязаны были выполнять... это уже орднунг, знаешь, это немецкий орднунг. Да, они... Гитлер этим воспользовался, кстати говоря. И всегда, ты знаешь, вот удивительно, почему вот так, ведь наш параллельный строй, сталинский,
Он же ничем не лучше Зеркало, был. просто зеркало. Он хуже был гораздо... Сталин научился. Он был хуже тем, что он еще и победил, ощутил себя правым, ощутил себя победителем. А представляешь себе, вот Гитлер, да, немцы вот, с ума сошли от нацизма, но проиграли, получили сильно по морде и вернулись к своим истокам. И эта страна по морде серьезно не получала тотально, ну, из своей величины, из-за того, что никто не хотел воевать там до Урала там, и так далее, и так далее. Не было очищения, не было ощущения Вот ты поражения. правильно сказал, Да. не было очищения, действительно. Немцев заставили очиститься. Конечно, только с помощью бомб и страшного количества жертв. Но, к сожалению. помимо всего прочего, было дальше. Дальше, я не знаю, знаешь ты это или нет, в оккупированных зонах, ну, союзниками, да, конечно, было тяжело. 15 лет это длилось. Да. Ну, я имею в виду ну, это уже 15 лет дальше, а вот, допустим, самое начало. Потому что все рассказывали, мы не знали, что они делают, мы жили тут, а мы не знали. И тогда, например, вот если ты хочешь покушать, да, ну, там им выдавали там еду, там суп или еще что-то, ну, всегда, допустим, да, вот поддерживают бедных людей. Не бедных людей, а вот в выдача еды оккупации. просто, Да, конечно. Ну, ты, чтобы получить эту миску супа свою, ты должен принести билет. Ты сходил в кинотеатр и посмотрел кинохронику. И увидел, что вот ты здесь жил, а что было в Бухенвальде. То, что там, не да. замечали. Нет, ты мне рассказывал, что ты этого не знал. Да, да. Вот теперь знаешь. посмотри, вот теперь покушай суп. И еще проводились лабораторно-практические занятия по эксгумации братских могил, захоронения убитых евреев, военнопленных и так далее, и так далее. Но через это страшный, конечно, удар был. Но мы говорим сейчас именно про россиян, которые это не прошли. Не прошли, У них да. это все история побед. И вот то, что сейчас делает Путин, на самом деле, этот злодей, на мой взгляд, хитрее, чем Гитлер. Потому что Гитлер все-таки строил какое-то кастовое общество. То есть вот ты не можешь перейти в арийцы, если ты не ариец. Да? Вот ты вот уперся, вот украинец — это второй сорт, а евреев вообще не должно быть. Да? А Путин по-другому сделал. Во-первых, он собрал белые и красные. Вот это вечное противостояние. Да? Белая гвардия, красная гвардия. Он собрал в одно. И коммунисты рядом с попами, да, молятся типа христианскому богу. Да? Плюс любой манкурт, который хочет стать частью русского мира, да бог с тобой, какой бы ты национальности не был, там, формально, да, чеченец, бурят, там, кто угодно, и украинец, там, я не знаю, там, татарин, кто угодно, иди, если ты присягаешь рейху моему, то ты, ну, ты будешь второго сорта, конечно, да, потому что мы все-таки русские, да, но заходи, бери. И он таким образом отмобилизовал вот этим победобесием, замешанным на всем, на Ленине, на Сталине, на Иване Грозном, на всем, он заразил, он придумал страшную религию, вот на самом деле, вот эту новую. Я вот, ты знаешь, вот тоже победобесие, все, вот до 9 мая, День Победы. У меня же дед воевал, это отец отца. И он закончил войну в 1945 году на улицах Будапешта. О, серьезно? Да, так у меня бабушки двоюродный брат, который умер всего 3 года назад, но он в Будапеште войну закончил. Да, ну вот он почему закончил? Потому что он получил там ранение, очнулся уже после окончания войны. Он долго жил в коме? Ну да, то есть был такой вариант. Вот. И у меня, я тебе сказал, что я все-таки в семье военнослужащего вырос, и основные фильмы и истории, которые мы смотрели в детстве, это, конечно, война, и понятное дело, что мы. И поэтому для меня, честно, это тоже как бы непростая тема и очень уважительная. Очень Смотри, уважительная. те фильмы, которые ты смотрел, Да. даже за минусом, что это был советский агитпроп, что это там Сталин, потом после Сталина, но это все-таки были фильмы «Боль». Там были смерти, там была грязь окопов, там были потери, простреленные люди, ошметки тел и так далее. С той или иной степенью художественности, да? Но то, что сейчас, я думаю, что ты просто не смотришь, и я не смотрю. Но я до того, когда же я уехал оттуда, я посмотрел, как они начали подавать войну где-то с Грузией, наверное, а может, чуть раньше. Это огламуренная война. Это война, в которой ты не можешь быть убит. Это война, в которой ты побеждаешь, в которой все с дырками лежат кругом, все враги, а дальше врага подставляют. Тут фашист, а потом традам, в Украине фашисты. И эта девочка, и этот мальчик. Вот мы говорим, новое поколение россиян, оно будет более свободным. Знаешь, я не совсем уверен, потому что они воспринимают войну как веселую прогулку. Они воспринимают войну как класс, вообще круто.
Они играют в эти игры, они вешают, надевают пилотки на своих 5-летних детей. И 5-летний ребенок говорит своим еще не совсем хорошей Айдар, дикцией, говорит, я хочу стать ветераном, умереть за свою родину. Айдар, ну так всегда, извини, что я перебью, но так всегда было. Вот, Ну, как всегда, такого массового психоза Вот послушай. не было после войны нет, такого. просто я там. к чему хочу сказать. Может быть, ты называешь это психозом, а я называю, опять же, это идеологическим подготовкой молодого поколения. Но я относился к тому поколению, к тем ребят, я писал заявление добровольно идти в Афганистан. Так даже. Да, и выполнять интернациональный долг. Ну, это да. Абсолютно добровольно, абсолютно честно, абсолютно это. И я, вот прошло время, ты представляешь, сколько лет прошло, и я говорю, слава Богу, Конечно. что это заявление никто не принял и не взял. Не факт, чтобы ты, допустим, погиб, но ты бы точно стал одним из убийц, потому что соотношение погибших было 10 тысяч к миллиону. Ну, нет, я поэтому тебе говорю. А вот по поводу, возвращаясь к 9 мая, я говорю, поэтому для меня это тоже, все равно для меня это по-своему святая тема. Другое дело, я понимаю, что невозможно не учитывать всего. И, конечно, это, безусловно, не праздник. Это не праздник, а это трагедия. Это не то, что мы должны отмечать. Мы же помним, как мы всегда это отмечали даже в Советском Союзе. Это При живых повод. ветеранах Да, такого не было. Да. Подожди, но все равно лишний повод выпить. Слушай, выпить кто-то не пил, кто-то пил, но это повод. Мы сидели, я помню, вот дядя Володя, брат моей бабушки, он, я не помню трясущим орденами, я не помню его вскакивающим там слава Нет, Сталина. конечно. Я помню его медаль вот эту за отвагу, кстати, такого года, когда давали их мало. И вот так он стертый Сталин. Я же помню это все, да? Он одну планку носил. Вот он был ранен, он воевал с Кожедубом там, в авиации, потом он был минометчиком и так далее. Вот. Но он всегда вспоминал очень аккуратно про это. И это не было ликование с фейерверками. Да, конечно, нет. Те, кто прошел войну, они, конечно, имеют основное право на этот день, основное. И, конечно, у них отношение, вот то, о чем ты говоришь. Люди, которые поняли, что это за мясорубка, что это было на самом деле, не какие триумфальные вещи, а когда телами, трупами и морем крови достигались победы. Морем, то есть это невозможно. Это понимаешь, если Германия, сколько той Германии и сколько того Советского Союза. Германия воевала на несколько фронтов с 1939 года. А мы воевали только на одном фронте. И мы угрохали столько населения на одном фронте, сколько стран, которые принимали участие в этом войне, все вместе не угрохали. Я думаю, что Гитлер и Муссолини, они просто не учли этот нюанс. Потому что очень важно... Что стоп? А? А что случилось опять у нас? Алло? Опять микрофон? Я запомню этот эфир. Теперь он в горло упирается, я понял. Но все равно мне все нравится. Это потрясающе просто. А сколько там у нас осталось? Там совсем... Уже ничего, уже надо прощаться, наверное, да? Не-не, не прощение дело. Уперлась в горло Видишь, просто. и у нас петличка, наверное, просто уже слабенькая, да? Нет, она так вот уперлась, понимаешь? Просто в горло слышно. У меня пошел горловой, да, звук. Это даже голос... Бурятский, да? Да, где-то так приблизительно. Так, на какой фразе, Алия, ты же внимательная девушка, на какой фразе Олега мы остановились? А вопрос какой был? Ну, я не помню, я же старый уже, ты же молодой, ты не записывала. Ну, я вспомнил, да? И вот знаешь, Олег, вот тут проходит важная вещь. Вот ветки цивилизации. Украина нынешняя, которая Николы Знову, да? Которая воспринимает это на 90 точно процентов, даже среди разных политических людей, как все-таки больше трагедию, чем праздник, да? И современную Россию, где реально, уже почти не осталось, если сейчас ветеранами называют уже тех, которые почти и не видели войны, да? Но это реально по возрасту так уже, да? И они ликуют. Это праздник гламурных, я прошу прощения, телок в бюстгальтерах со звездами. Это праздник каких-то рэперов, которые там в шинельках ходят и так далее, и так далее. И вот это отношение к войне, это отношение и к своей, и к чужой жизни. В принципе, это обесценивание жизни. И вот Муссолини и Гитлер, они просчитались как раз в этом, что
они не знали, что так можно в таком количестве гибнуть. То есть по всем расчетам выходило, что они должны были к Уралу выйти там в определенный момент. И вдруг Сталин включил эту мясорубку. Вот сейчас их русских готовят к тому, когда, знаешь, такой порог боли понижается, и типа мы всех победим однозначно, и ничего нам за это не будет. Вот все, у нас есть вождь, в принципе, нормальный фашизм вот такой. Знаешь, абсолютно ты правильно говоришь. Вот абсолютно нет обесценивания человеческой жизни, и за ней ничего не стоит. Вот видно, в этом отличается все-таки западная культура и та, которая начиналась вот на границе с этим миром. Ну, сейчас мы немножко ее отодвинули, да, за счет своей Украины, за счет чего-то, но в принципе отличалась. И этот, он, может быть, был и в царское время, но только не в таком количестве. Но не так маниакально. Вот, а с 17-го года это точно случилось. Я просто сейчас работаю над одной ролью, и для того, чтобы понять этого человека, психологию этого человека, мне пришлось окунуться в период репрессий. Расскажи тогда уже, я не буду спрашивать, каковы ваши творческие планы, но вот у нас осталось 3 минуты времени, расскажи и про роли, про спектакль. Ну, я не могу сейчас еще всего рассказать, потому что... Всего я тебе не могу. Времени нет на все. Я должен сыграть очень известного, очень великого, известного российского, русского, советского режиссера, еврейского происхождения, безусловно. Вот. Но ты понимаешь, что делал? Он 17 лет провел в лагерях сталинских. 17 лет. Его жену расстреляли там же, в этих лагерях. Годовалый сын вот, рос без него, ты понимаешь? И эти 17 лет, когда я читаю, это же не художественная литература, это дневники. Это его дневники, других людей. И ты понимаешь, что они жили, вот те наши предки, которые жили в тот период, они жили в ситуации, они же не могли этого не понимать. И это ужасно, когда ты понимаешь, что жизнь человеческая ничего не стоит, она обесценена. То есть что такое враг народа? Это ничего, это пустота, это пыль. Да, ты вообще пыль. ничего из себя не представляешь. Если, допустим... Это хуже крепостного, короче говоря, даже. Ну, конечно, если ты, допустим, там преступник в западном мире, ну, все равно к тебе какое-то уважительное отношение относится. Тебя могут наказывать, тебя могут мучить, но нет цели уничтожать. А вот там стояла цель просто уничтожения населения, людей. Причем они же писали, ответственные люди, просьбу, чтобы мы увеличивали планы на расстрел. Им не хватает там расстрелять там 10 тысяч, 15. Они говорят, почему вы так мало нам даете? Нам надо расстрелять 20-25, мы к очередному там празднику советскому или к съезду мы готовы расстрелять еще больше. Ты понимаешь? То есть люди жили в ситуации, там, получается так, что вот люди, которые жили в Советском Союзе, вот на этой огромной территории, делились на 3 типа. Те, которые сидели. Те, которые охраняли. Те, которые Те, охраняли. кто писали донос. И те, которые ждали, что с ними будет. Ты понимаешь? Вот 3 ипостаси. Палачи, жертвы равнодушны. И ничего же не изменилось. То, о чем мы с тобой говорили, ничего не изменилось, потому что это самое, не произошел момент осознания, очищения, катарсиса. Нет, но они же продолжали жить в этой ситуации. Олег, к счастью, вот к огромному счастью нас и наших потомков, все-таки мы находимся по ту сторону, по светлую сторону Луны. Мы да. Я тебе страшно благодарен, что ты пришел. Я ожидал, что будет интересный разговор, но не ожидал, что настолько. Вот будем звать, не отказывайся. Вот. Хорошо. Да. Может, и фильмы будем снимать какие-то. Планы разные у нас, так что буду рад в дальнейшем встречаться. Спасибо за приглашение. Я благодарю наших зрителей за то, что смотрят канал АТР, за то, что вы помогаете нам через Patreon выживать именно в эти тяжелые для нас времена, за то, что вы донаты перечисляете разным способом, за то, что вы нас любите и поддерживаете. И это абсолютно взаимно. Смотрите АТР Крым, Сербез, Таладжар.